Спокойно пройти по центральным улицам Владикавказа в последнее время редко удается, ведь это излюбленные места попрошаек. Здесь они, как говорят, работают. Пресечь их деятельность решили сотрудники полиции и местной администрации. В привычном месте для попрошаек, улицы Куйбышева, нет ни одного человека, просящего милостыню. Зато в сквере рядом с цветочными рядами задержали женщину с несовершеннолетней внучкой. Увидев видеокамеры и сотрудников полиции, цыгане заволновались, но уходить не поспешили. Считают, что ничем противозаконным не занимаются. Не снимать, не надо. Не надо. Ну что попрошайничаю? Не убивай, сейчас все попрошайничают. После слезных просьб отпустить попрошаек все равно увозят в отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении. Лица, осуществляющие попрошайничество на территории города Владикавказа, основная масса их является заезжими. Большинство из них не являются лицами, гражданами Российской Федерации, которые также в данных мероприятиях нами привлекаются сотрудники миграционной службы, и по результатам рейдовых мероприятий такой круг лиц, которые являются лицами без гражданства, они депортируются. Еще одно излюбленное место попрошаек – пересечение улиц Тамаева и Джанаева. Они назойливо атакуют автомобили. Чаще всего здесь можно увидеть детей. Сегодня их 4. Самой старшей удается убежать. 3 полицейские ведут домой. Правоохранители уже знают, где живут попрошайки. Детей не раз привозили в полицейский участок. Против их матери Ларисы Саидовой возбуждено уголовное дело. Съемочную группу женщина встречает не с особой радостью. С криками уверяет, что дети играли рядом с домом. Вот здесь вот играли тебя на улице, я стираю просто, мне некогда было. Послушайте, уважаемый, я думаете, я их отсюда привел? Я верю тебе, но они игрались. Несмотря на активную работу сотрудников администрации и Министерства внутренних дел, попрошаек на улицах Владикавказа меньше не становится. Полицейские знают каждого в лицо и по фамилии. Но, к сожалению, статьи, которая кардинально бы искоренила попрошайничество в российском законодательстве, нет. Поэтому, говорят правоохранители, приходится наблюдать эту картину и систематически проводить рейды. Ангелина Васильева, Елена Черенкова, Заур Цеов, Осетия ТВ. Thank you.